Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Тем у нас несколько, но хотелось бы, конечно, начать с нашего региона, с Южного Кавказа. Говорят, что ситуация здесь обостряется и что некоторые стратегии отдельных стран, республик, в том числе могут повлиять и на Абхазию. Так ли это и как они могут повлиять? Да, здравствуйте. На самом деле, Южный Кавказ, ситуация обострилась, она и была обострена раньше, но степень ее остроты сейчас очень важна с позиции того, что оно может и повлиять на более широкий круг вопросов, в том числе и на Абхазию. Вот. С чем это связано? Ну, скажем так, обострение связано в первую очередь, конечно, активизацией России на украинском направлении. Ее, так сказать, основные ресурсы, они, конечно, на украинском направлении. Естественно, вы знаете, что это не только Украина, но и коллективный Запад противостоит России. В этом случае, конечно, ослабление ее позиции, оно как бы естественно на Южном Кавказе. И этим воспользовались, конечно, ряд игроков, которые являются игроками и, так сказать, дальними, да, в расположении своем, так как типа Израиль, Индия, Пакистан, скажем так, и в том числе Евросоюз, Соединенные Штаты, Великобритания, безусловно. Все они, в общем, в своих интересах стали, значит, свои стратегии наводнять. И, скажем, этот регион, он стал на самом деле такой, ну, скажем так, взрывоопасным, можно сказать, да. И вот в связи с этим хочу отметить о том, что, ну, я так скажу, что, ну, три региона, которые всем известны, в этом регионе три страны, Азербайджан, Армения и Грузия, и непосредственно первые непосредственные границы, граничат они со странами Россия, Турция и Иран, да. Ну, естественно, третий уровень стран – это страны, которые уже заинтересованы в этом. Я уже назвал этих, но новые игроки – это тоже в том числе, вот тут нужно назвать Индию и Израиль, да, Пакистан. Вот. Я хочу сказать о том, что к этому сценарию, к такому напряжению шли еще ряд обстоятельств, факторов, которые за эти 30 лет, в общем-то, усиливалась дифференциация и демографического плана в этом регионе, военного плана. Вот. И, естественно, усиливались влияния ряда стран Запада. В основном это Евросоюз, Британия, Соединенные Штаты. Они усиливали свое присутствие, так сказать. Создавались терминалы, торговые пути, газопроводы, нефтепроводы, естественно, увеличены. Азербайджан, конечно же, тут воспользовался своим географическим удобным положением, выгодным со всех точек зрения, да. И поэтому такие притязания, выросшие притязания, они не могли не сказаться и на разрешение карабахского вопроса. Естественно, как мы знаем, он разрешился с участием, конечно, и Турции в первую очередь, Израиля, вот, ну и ряд стран, которые заинтересованы в сдерживании России. Значит, основная борьба в этом регионе идет за сферу влияния с целью доступа к ресурсам и сдерживания. Вот вторая проблема – это сдерживание ряда стран европейских, Соединенных Штатов, в том числе России и Ирана. Вот в этом направлении очень большая работа ведется. И поэтому, ну, скажем так, активизация Азербайджана здесь налицо. Но как бы тут ни произошли такие видимые, как бы разрешающие варианты развития, как бы вот Азербайджан, так сказать, включается в такой переговорный процесс сейчас Армении, ведет активную борьбу за открытие еще дополнительно, еще важных направлений торговых, да, вот Зангезурский коридор, о котором сейчас многие говорят. Вот. Кстати, он может быть как положительно влияющий на регион, так и отрицательно. Так и может быть причиной возникновения новых сценариев военных противостояний. Ну, одним словом, все зависит от того, насколько сбалансированно будут вести себя акторы, непосредственно образующие этот регион, и те страны, которые, ну, поддерживают в своих интересах узких. Если это узкие свои эгоистические интересы, то, естественно,
Тут ситуация такая на Кавказе, особенно на Южном Кавказе, да, в этом особенно, что здесь выигрыш одной стороны прямо пропорционально проигрышу всей ситуации, потому что Южный Кавказ это некое целое, целостное явление, поэтому выиграть должны как бы все, понемножку хотя бы. То есть одна сторона выиграть здесь не может, потому что здесь пересекаются все интересы, все пересечения, они требуют стабильности в целом всего региона. Поэтому локально разрешить проблему двух сторон, допустим, каких бы там ни было, оно не представляется возможным. Поэтому такой комплексный взгляд, вот такое есть в геополитологии направление, как политика комплексного анализа, да. Если это не будет применяться, то вот выиграть в каких-то своих эгоистических целях, да, какой-либо страны, да, оно не представляется успешной, так сказать, моделью поведения. Очень интересно, спасибо большое. Хотелось бы немного и другую тему обсудить. В частности, например, сейчас мы наблюдаем на Украине различные, довольно серьезные такие массовые протесты, которых давно не было, хотя Украина, как Майдан, давно известная, конечно, вещь. Это, возможно, это не Майдан, там был специфический такой повод, Да. но тем не менее, как вам кажется, о чем это говорит, что тут нового? Да, действительно, это первое, можно сказать, такое массовое протестное движение с момента начала СВО. Да. Ну, 9 тысяч протест был в Украине, в Киеве, это большое, конечно, сравнительно, да. Ну, я скажу о том, что тоже не случайно, накопившиеся, очевидно, это накопились очень большие проблемы, скажем, связанные с и социальные проблемы справедливости социальной, в первую очередь, дифференциация, оторванность элиты от проблем граждан, проживающих. Вот. И, естественно, самый первый вопрос, это, конечно, проблема коррупции, которая всегда стоит в этом вопросе. Как бы кто-то сказал, что коррупция и Украина – это, в общем, тождественное понятие, как бы некоторые ученые говорят, исследователи. На самом деле, тот, который был издан закон, который учреждал независимый институт, бюро независимых исследований, как он называется, независимое агентство по борьбе с коррупцией, еще с 2015 года, 2000 он функционирует, вот, и независимая прокуратура, вот, они, в принципе, не дали результату. Поэтому сейчас прямая логика в том, чтобы протестующие требуют отозвать, значит, законопроект, предложенный президентом, по поводу, гласящий о ликвидации независимости двух вот этих институтов. Оно, в принципе, и тот институт, которые были, они не давали особого такого результата. Вот. Но тем не менее, в общем, противоречие или, скажем, недовольство населения, оно налицо. Так сказать. Ну, некоторые говорят, что там участники есть со стороны зарубежных, так сказать, агентур и всевозможных служб. Но как бы это ни было, кстати, могу сказать, что на этот раз вот в глаза бросается, если вы тоже обратили внимание, протестанты держат на картоновых бумагах, да, надписи. Но это о чем говорит? Говорит о том, что, в принципе, внешнего такого финансирования особого там нет. Это, в общем-то, если на это денег не хватило, то тогда точно никакого особого там игроков, которые внешне повлияли, нет. Внутреннее влияние, внутренние агенты или внутренние, скажем, субъекты, которые могли организовать на протестные движения, это, конечно, элиты, которые, возможно, раскололись по ряду вопросов. Это, может быть, военные, как правило, которые больше требуют справедливости. Вот. Генералитет, который мог, так сказать, тоже по-своему раскалываться там. И, ну, естественно, социальная база протестующих – это действительно люди, которые, ну, крайне обездолены или крайне оказавшиеся в такой несправедливой среде. Это действие военных по привлечению мобилизации, да, ТЦК, который называют его, так сказать, мобилизационные институты, которые зверепствуют по всей Украине. И скажем, то неравенство, которое есть, да, оно еще усугубилось тем, что социальные статусы привилегированных стало очевидно, все больше очевиднее.
Эта привилегированность проявляется в укрывательстве от каких-то обязанностей служить где-то, да, это создание каких-то льгот для определенных лиц и так далее. То есть очень много привилегированных слоев образовалось, то есть иерархия целая, да. Естественно, которые вышли, видно о том, что это люди, которые испытывают все тяжести военного положения, все тяжести несправедливости коррупционного режима. Поэтому здесь, ну, скажем так, новое, я бы сказал, то, что впервые, можно сказать, эта акция проводится не с участием широкого круга зарубежных акторов. То есть не профинансировано из Запада. Мне да? кажется, да, мое убеждение в этом. Вот. И мне кажется, что это такое широкое движение, оно началось, но оно будет, скорее всего, продолжение. Многие, кстати, уверены, что антикоррупционная составляющая этих протестов – это одна часть, а завуалировано это еще и против, в принципе, такого затянувшегося военного положения и даже против Зеленского. Есть, вот я читала вот такие тоже какие-то комментарии. Да, конечно, это направлено в первую очередь против президента. И лозунги, и призывы, они были против президента. Звучали слова, обращения, все это против президента. Ну, естественно, сказывается затянувшиеся, более того, неудачи вот, в военном, так сказать, сценариях действия, да. И, конечно же, повлияло на это все, что отсутствие транспарентности власти, отсутствие оторванность власти от реальных нужд людей. Это оно сказалось, поэтому оно и было и раньше, оно и усугубилось, можно сказать, да. Поэтому это неудивительно, эти процессы, протестные движения, они будут иметь место на Украине. Беслан Стамурович, еще хотелось бы о другой теме, может быть, даже коротко, но тоже очень интересный момент, как форум Китай-ЕС многие наблюдатели считают провалившимся. Вот почему и вообще, ну, потому что, почему понятно, там было очень много знаков, там фактически 2 дня превратили в 1 день, это был такой, скорее, номинальный форум, но почему все это так происходит, как вам кажется? Да, правильно отмечать, что он был провальным, этот саммит. Он и легко было предсказать о его провале. Ну, единственное, что успех, можно сказать, это, как некоторые отмечают, сам факт того, что они собрались. Вот только в этом успех. И это тоже, возможно, очень, так сказать, сомнительно, что могло состояться. Почему? В первую очередь, совершенно разное видение событий в политике двух, скажем так, направлений. Это Евросоюз и Китай. Да? Это совершенно разные вектора политической направленности. Ну, в первую очередь, надо сказать о том, что элиты в европейских странах, политические элиты, они давно оторвались от реальных вопросов гражданского общества. И они строят иллюзорное видение справедливости, права человека и все остальное. То есть, тогда как Китай реально осуществляет народную политику. Китай много положил усилий для того, чтобы поднять страну, способствовать росту экономическому. Мы видим процветание Китая, оно основано на серьезных философских, так сказать, основаниях видения человека, общества, справедливости. Тут серьезные, так сказать, легитимационные ресурсы подключены для того, чтобы Китай стабилизировал обстановку внутриполитическую, внутрисоциальную и внешнеполитическую. Тогда как Евросоюз, его видение, это видение, скажем, видение событий через рыночные отношения, финансовые, так сказать, механизмы и все такое. То есть это диаметрально противоположные вектора в политике. И поэтому Евросоюз, ну а конкретно Евросоюз добивался в Пекине, в самом Китае, добивался того, чтобы Китай сбалансировал товарооборот во всем мире. Ну, как бы попридержал экономический рост, так называемый. Да. Ну, вообще-то смешно тоже, и неэтично даже так ставить вопрос. Я представляю, как это восприняла китайская сторона, потому что это, в первую очередь, неэтично. Диктовать условия
в стране пребывания. Да? И второй вопрос, который европейские чиновники ставили перед Китаем, это, скажем, содействовать мирному урегулированию на Украине. А каким образом? Таким образом, чтобы встать на позицию, скажем так, европейского понимания событий, да, то есть не помогать России другим образом. Ну, прямо так и не было, может, сказано, но в контексте было ясно, что Евросоюз требует от Китая сдержать Россию. Ну, естественно, эти результаты могли быть какие. Поэтому отношение Китая было, так сказать, дипломатическим на том уровне, но, естественно, по содержанию нулевой эффект. Понятно. Беслан Астамурович, большое спасибо, что пришли и ответили на наш вопрос.